Российские власти уже четвертый год повторяют одно и то же. Срочников на войну не отправляют. Об этом говорят федеральные чиновники. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Об этом заявляют региональные власти. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев также уверял, что призывники из Якутии в боевых действиях не участвуют. Солдаты срочной службы не направляются в зону специальной войсковой операции. Но реальность все чаще расходится с заявлениями. Правозащитники и журналисты фиксируют случаи, когда вчерашние срочники оказываются на передовой, попадают в плен или гибнут. Это происходит не всегда добровольно, через давление, угрозы, уговоры, обман и манипуляции. Сейчас о похожей ситуации заявляют матери солдат из Якутии. По их словам, их сыновья отслужили всего около 2 месяцев, когда на них начали давить, чтобы они подписали контракты. Речь идет о воинских частях в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. По якутянам мы по всем ситуацию мониторим. Срочники у нас в зоне специальной военной операции не находятся.